Никто не говорит, давайте забудем русский язык, говорить только по-казахски. Я стесняюсь говорить на казахском. Лучше сказать неправильно, но тебя поймут. Обалдеть, не страшно было? Когда человек хочет изучать казахский язык, нужно, чтобы у него не было преград вообще никаких. Чтобы ему помогли вот ровно в этот же день, в этот же час, когда он захотел. И я вижу кризис нашего единства. Мы, живя вот 20-30 лет, 40 в Казахстане, да, мы не знаем казахский. Алексей, расскажите, пожалуйста, как вышло так, что вы организовали разговорный клуб казахского языка? Все начинается с того, что я много лет сам пытался начать разговаривать на казахском языке, и у меня не получалось. Я сам родом из Акмолинской области, учился в Кустанае и переехал сюда, в Алматы, 3 года назад. И до Алматы возможности практиковать казахский на улице или где бы еще просто не было. Почему так? Потому что никто из моего окружения никогда не говорил по-казахски. Даже мои одноклассники и однокурсники, казахи по национальности, они говорили, что с родителями могут чуть-чуть пообщаться, а в целом разговаривать не могут, к сожалению. Как так вышло? Ну, вы же наверняка, как и многие казахстанцы, учили казахский язык в школе 11 или там, 9 лет. Почему не доучился язык? Я прилежно учился в школе на одни пятерки, замечательно сдал ЕНТ без шпаргала, где-то на 23 балла из 25. В университете замечательно учился, преподаватели были хорошие. Но язык — это живая вещь. Невозможно начать разговаривать на каком-либо языке, только делая упражнения и заучивая слова. Нужно именно погружаться в атмосферу, нужно разговаривать с людьми. За все 11 лет в школе, в которой я учился, ни разу учитель не пытался со мной поговорить на казахском. Были только упражнения, были только повторения, пересказы, заучивания и, соответственно, механический процесс. Ни капли живого общения. Я очень вас понимаю, я в школе тоже довольно неплохо училась, учителя прям были в восторге от моего произношения, но практики как таковой не было. Да. И когда я к вам приходила на занятия, со мной в группе был парень, у него очень хороший казахский, у него очень красивый голос. Я у него спросила, почему ты здесь? Он мне ответил, что я стесняюсь говорить на казахском, но сейчас вроде как повышается вот эта вот ценность казахского языка, и это очень крутое явление, очень классная динамика. Давайте вернемся все-таки к клубу. Как так получилось, что вы его организовали? Соответственно, я, исходя из своего опыта, я не мог заговорить на казахском языке. Я много слов вроде знаю реплики, но много барьеров есть. То есть очень сложно преодолеть их. Очень просто, казалось бы, просто начни говорить и все. Но нет, не так сложно. Чтобы говорить именно по-казахски, нужны навыки. Именно навыки быстро добавлять окончания, запоминать какие-то формулировки. Поэтому очень многим сложно. И еще к тому же на нас давит груз, что мы, живя вот 20-30 лет, 40 в Казахстане, да, и мы не знаем казахского. То есть мы должны, но мы не знаем, и это на нас давит. Если мы иностранцы в другой стране, только приехали, у нас есть как бы алиби. То, что вот я только приехал, извините, не знаю, я хочу научиться. А здесь, ну, к сожалению, можно часто услышать, ты что, за столько лет не мог выучить? Но, к сожалению, такое бывает. И это тоже давит. У людей очень много барьеров заговорить на казахском языке. И я даже, когда пытался в магазине заговорить на казахском первый раз, я ждал, пока все покупатели выйдут, чтобы никто, не дай бог, не посмеялся надо мной. Потому что было страшно внутри. И вот наш клуб, его цель как раз-таки в том, чтобы перешагнуть эти барьеры самые, первоначальные, чтобы люди получили уверенность, что они говорят правильно, что они их поймут, что над ними никто не посмеется, что они говорят все правильно. Ну, у нас действительно это такое наследие жуткой школьной программы, что по казахскому языку, что с английским языком. Нас как будто бы заставляли говорить исключительно правильно, не было какого-то права на ошибку. Абсолютно верно. И поэтому тяжело разговаривать, в принципе. Я вспоминаю себя, как я заучивал правильное произношение на английском. Я такой перфекционист был, хотел каждую букву говорить правильно, и по казахскому тоже. Но это только останавливает. Это как раз тот барьер, который не дает тебе общаться. Ты хочешь, чтобы все было отрепетировано, и люди, когда боятся допустить ошибку, они молчат. Да. Вместо того, чтобы попытаться сказать неправильно, они вообще не говорят вовсе. Просто не стараются даже. Вот в этом большая проблема. Лучше сказать неправильно, но тебя поймут. И ты поймешь, как говорить правильно в будущем, чем вообще не стараться. Давайте теперь в парах еще познакомимся. Светлана и Дарья. Хотя нет, извините. Светлана и Ержан, Абдулаев Вячеслав, Дарья Сауле.
профессионально. Как получилось, что появился клуб? Вы нашли единомышленников или сам? Идея была давно. Я посещал разговорный клуб Language Mixer. Его тематика очень схожа с нашим клубом. Именно оттуда я почерпнул многие идеи. Такие как бесплатность, легкий порог вхождения. И я давно хотел сделать такой клуб, но у меня не было широкой аудитории. Я здесь новичок, я приезжий, 3 года только как здесь. У меня было мало друзей, мало знакомых, и не было никакой аудитории. К сожалению, в связи с событиями в Украине, в войне, я высказываю свои мысли, набрал определенную аудиторию, там, грубо говоря, 1000 подписчиков в Твиттере, и благодаря им, благодаря их активности, я уже был уверен, что если я такую инициативу подам, я буду услышан, хотя бы услышан. Я не знал, сколько человек откликнется, я рассчитывал человек 40, наверное. И я брал курсы у девочки по имени Акжаркын, мы хорошо подружились, где-то уже год занимались казахским языком. И я у нее просто спросил в воскресенье вечером, я хочу организовать разговорный клуб, если я начну, ты мне поможешь? И она сказала, конечно, помогу. И все, в тот же вечер воскресенья я написал твит, и он очень сильно разлетелся, и к нам записалось в первую неделю 300 человек. 300 человек. И была большая проблема со всеми встретиться. У нас не было помещений, мы очень много трудностей испытывали, но мы встретились где-то 200 из них. Остальные они захотели, и передумали, или уехали, или что-то такое. Испугались. Многие, к сожалению, испугались. Но сейчас, когда видят наши видео, как у нас легко и непринужденно, многие передумывают и возвращаются. Интересно. То есть, получается, вы вот так вот с места в карьер, не имея там ни помещения, ни какого-то волонтерского штата? Да. Обалдеть, не страшно было? Нет, вообще ни капли не страшно было. Я знал, что я найду выход из ситуации по-любому, потому что сейчас уже много и знакомых, и друзей, на которых я мог бы рассчитывать. То есть даже где-то офис на 10 человек я бы 100% нашел. И для меня стало приятной неожиданностью, что когда я опубликовал также просьбу помочь с помещением, очень многие откликнулись, и мы буквально в первые дни нашли где-то 5 хороших помещений. И вот самое первое помещение — это на Гоголя 20. И это центр социальных инклюзивных программ, где занимаются с особенными детьми. И мы первую встречу провели там, благодаря просто девушке Салтанат, которая решила нам помочь, безвозмездно. Мне так нравится, что сейчас, ну вот помимо какого-то такого взращивания национальной ценности, национального языка, очень в цене вот эта вот какая-то безвозмездная помощь. Да. Это потрясающе просто. Это также показывает очень важно сейчас момент, то, что все увидели, как много человек хотят изучать казахский язык, и как много человек готовы помочь волонтерством, помочь помещениям. Многие пишут, хотят помочь деньгами, но мы отказываемся, у нас все бесплатно. Мы стараемся снизить затраты к минимуму. То есть с помещениями вы тоже на какой-то безвозмездной основе договариваетесь? Абсолютно верно, да. Были предложения коммерческого характера, мы от них отказались, только безвозмездные. Это такой прям почти Burning Man. Да. Ну, я говорю, это хорошо показывает то, что у нас есть востребованность и есть желание помочь в обществе одновременно. И это очень замечательно, я считаю. А вы как-то мониторили рынок? Потому что языковые клубы именно на казахском языке, они как бы, не сказать, что очень распространенная история, но тем не менее какие-то инициативы периодически появляются, глохнут или там существуют какое-то время. На одном из них высмеяли мой казахский за мои же деньги и отбили желание попытаться как-то подтянуть. Есть разговорные клубы. А я, когда только приехал в Алматы, я начал искать разговорный клуб именно казахского языка. У меня было очень большое желание выучить язык. Но они все платные, во-первых. И это очень большой порог для людей. То есть не каждый готов 2000 тенге платить за одно занятие, к примеру, да? И к тому же еще, учитывая, что с тобой индивидуально никто не занимается в разговорном клубе. Ну да. Там как бы что успел, то успел. И, соответственно, я сам искал, и я не нашел ни одного бесплатного клуба на тот момент. И до сих пор, когда я прошу посоветовать мне говорят, вот есть замечательный клуб, я открываю страничку, смотрю, и говорят, там, членский взнос 2000 тенге или 1000 тенге. Но это тоже барьер. Не каждый готов деньги тратить на обучение языку в группе, потому что люди сейчас беднеют, к сожалению, кризис за кризисом.
и все хотят деньги потратить на что-то другое, более важное. Или думают, ладно, я в онлайне позанимаюсь. Как-то так. То есть бесплатность для вас принципиальный Это момент. самый главный принцип. Если мы хотим, чтобы наши граждане знали казахский язык, мы должны максимально помочь им. То есть мало того, что мы требуем, мы должны еще и помогать ведь. И, соответственно, нам этого не хватает. Когда человек ищет, хочет изучать казахский язык, нужно, чтобы у него не было преград вообще никаких. Чтобы ему помогли вот ровно в этот же день, в этот же час, когда он захотел. И вот здорово, вот наш клуб, он как раз-таки не имеет границ. То есть порог хождения полностью открытый. Приходите, когда хотите, ну, в любое доступное время. Не надо ни записываться, ни платить, ничего не надо. Просто приходите, мы вам поможем. То есть минимизация бюрократии. Абсолютная минимизация. Даже первые встречи мы записывали, приглашали, потому что 300 человек, если бы я всех позвал в один день, мы бы не справились. Первую неделю мне пришлось делать группу по 20 человек. И вот, когда мы это закончили, мы уже по статистике поняли, в какие дни мы можем, и нам помогли с помещением, организовали полностью расписание доступное. И теперь мы открыли все двери, убрали бюрократию полностью, ведем только статистику, просим ребят заполнить анкету, если они хотят, чтобы мы имели представление, кто нас посещает. Вот я, кстати, хотела спросить про статистику. Кто к вам ходит и зачем? К нам ходят абсолютно разные люди. Скажу, что самая большая часть по возрасту – это от 22 до 33. Вот так. Но также много тех, кому 40-50 лет и даже 60 лет. Почему-то очень мало тех, кому до 18. Видимо, студентов и так хватает забот и учебы, я так понимаю. Но есть и подростки, которые просятся к нам приходят. И 14-15 лет тоже есть ребята. Это то, что касается возраста. Специальности, профессии самые разные. От инженеров, режиссеров до продавцов, кассиров и полное разнообразие. Когда мы спрашиваем «Сыз немен айналысасыз», начинаются самые неожиданные, самые разные ответы на вопрос. Это очень удивительно. И что касается национальности, этнической национальности, приходит где-то, я бы сказал, если так можно грубо сказать, 50% славян, 50% тюркоязычных, да? Ну, грубо говоря. Здесь у нас есть и корейцы, и китайцы, и немцы, и ребята иностранцы, в том числе из России, из Украины, из Калифорнии, из Африки. То есть очень широкий разбег. Мы стараемся не брать национальный признак за основу, не спрашивать про это нигде, ни в каких анкетах. Ну, просто то, что ребята говорят сами, я как бы могу поделиться. Вот. А какая мотивация у людей? Зачем они идут? Я видела в анкетах, у вас есть такой вопрос, интересно. В анкете есть отдельный вопрос, потому что многих интересует, и мне самому очень интересно. Здесь также очень широкий разбег. Кто-то говорит, я хочу знать свой родной язык, мне стыдно. Кто-то говорит, я хочу понимать своих родных. Кто-то говорит, мне понравилась девушка или парень, я хочу больше знать, больше общаться вместе. Между прочим, некоторые иностранцы приехали сюда по любви и учат казахский, потому что возлюбленные говорят на казахском языке, да, в том числе. У многих проснулись такие сильные патриотические чувства в связи с событиями. Кто-то говорит, почему я столько лет живу и не могу говорить на казахском языке государственном. У кого-то проснулся большой интерес к культуре, к музыке. Сейчас выходят замечательные сериалы и песни отличные. Я буквально недавно был на концерте Молда Назара, мне вообще понравилось. Некоторые песни прям вообще залетели только так. Кто-то хочет просто окунуться в культуру и как бы понимать людей. Кто-то хочет путешествовать по стране много. Кто-то хочет вести бизнес. Кто-то хочет помогать на работе активнее. Приходил также мужчина Руслан, он помогает детям с диабетом, и к нему часто обращаются на казахском языке за помощью. И вот он хочет тоже подтянуть свои навыки, помогать людям, в том числе на казахском языке, более открыто. И такого очень много. Невозможно даже собрать категории людей, почему вы хотите изучать казахский язык, потому что у всех абсолютно разные представления. Интересно, а чем мотивированы волонтеры? То есть, это не какой-то шкурный интерес, я просто знаю, насколько тяжелая и изматывающая волонтерская работа, любая вообще. Да. Чем мотивированы волонтеры, которые... Волонтерам безумно понравилась сама идея. Те ребята, это ребята, которых я не искал, которые сами писали, а можно помочь? А нужна ли моя помощь? Все 17 человек, которые сейчас в штабе есть, они именно сами меня нашли. И даже вчера девочка пришла на занятия с хорошим уровнем знания казахского языка, и она попросилась помогать, потому что ей понравилась сама идея и то, как это все происходит.
И наши ребята-волонтеры, они могут, конечно, не каждый день помогать, но они делятся по группам или по времени. И даже предлагают там финансовую помощь, говорят, давай я распечатаю брошюру, давай я куплю то, все. То есть настолько желание большое помочь, и это меня очень радует. Это очень круто. Что вся эта история дает лично вам? Помимо того, что у вас наконец-то есть место, где можно практиковать казахский. Я начал более анализировать причины многих проблем в нашем обществе. И я заметил большой, как сказать это правильно, большой разрыв в обществе. И я вижу кризис нашего единства. И я вот посмотрел для себя пути преодоления этого кризиса, как нам сплотить нашу нацию. И вот один из главных поводов, точнее не поводов, а решений этой проблемы, это чтобы мы друг друга понимали. То есть часть населения у нас понимает как казахский язык, так и русский язык, а часть только русский язык, к примеру. И нам не хватает, вот это тоже создает барьер общения. На концертах того же Молданазара я заметил, что некоторые ребята поют песни как на казахском, так и на русском языке, а некоторые только на русском, например. Ну, там не только Молданазар был, там другие ребята были. И я вижу вот этот барьер, и я считаю, что нам нужно его преодолеть. Никто не говорит, давайте забудем русский язык, говорить только по-казахски. Никто не говорит, там, зачем этот казахский нужен. Я считаю, что оба языка знать – это большое богатство и большой плюс. Это будет именно та основа нашего единства, которая нам так необходима. А с хейтом сталкиваетесь? О, абсолютно. Абсолютно. Расскажите. Это удивительно. Например, самый яркий пример. Мы выложили видео, где ребята шутят на казахском языке, обыгрывают ситуацию в магазине. И, казалось бы, все смеются, всем весело, здорово. Ребята вот только учат казахский язык, уже получается у них пошутить. Там, ну, шутки самые простые, типа, у вас есть хлеб? Нет. Есть вода? Нет. Есть там гречка? Нет. Вот, ну, такого рода. И нашлась женщина в Фейсбуке, которая пишет, что вот, как вы посмели смеяться над моим родным языком. Я ей объяснил, что мы смеемся не над языком, мы смеемся над шутками на казахском языке. Потому что уметь шутить и понимать шутки на казахском – это здорово, это прекрасно, это уже уровень, соответственно. Ну, ее было не переубедить, к сожалению. Она сказала, что вот когда я учила русский и английский, мы никогда на уроках не смеялись. И она видит в этом особую ценность. К сожалению, такое бывает. Мне кажется, это вот какое-то поколение грустных людей. Да, к сожалению, всегда хейт есть. Даже в такой инициативе, где все бесплатно, где все для всех, где только помощь и энтузиазм, даже здесь найдется место хейту, к сожалению. Но не говорят, что вас Запад проплачивает? О, постоянно. Даже одно видео, которое я опубликовал, мне сказали, посмотрите на этого парня, голубые глаза, светлые волосы, где же они такого актера нашли? И написали, посмотрите, какая у него ужасная дикция, видно, что русский язык – это не его родной язык. Какая прелесть. Даже такое было. У меня последний вопрос. Сейчас много где говорят о «Жана Казахстан», но пока не очень понятно, каким должен быть этот новый Казахстан, на ваш взгляд. У меня здесь очень емкая мысль. Я считаю, что мы должны строить наше общество не сверху вниз, а снизу вверх. Нашим клубам и волонтерской деятельностью я показываю, что мы должны ковать политику. То есть то, что мы должны ковать наше общество, каким мы его видим. Если мы хотим, чтобы люди знали казахский язык, мы должны сами лично это помогать в этом. И власть уже будет видеть это и помогать. Мы постоянно относимся к власти как к родителю, как к папочке. Пожалуйста, реши все мои проблемы. Я хочу это и это. Дай, пожалуйста, денег, дай, пожалуйста, возможность. Все. Я считаю, что это неправильный подход в корне. Это возможно, я ошибаюсь, но я считаю, что всегда должна идти инициатива от народа. То есть если мы хотим жить как в Европе, как в цивилизованной стране, мы должны начинать с себя. И не только начинать с себя, но и все инициативы начинать сами. Вот, разговорный клуб казахского языка «Батылбол». Мы просто собрались с ребятами и начали это делать. Инициатива нашла поддержку, значит, она живая и востребованная. И уже здесь нас поддержал акимат, предоставил нам это помещение на все расписание, которое нам нужно. Так и должно быть. Если нам не нравится какой-то закон, мы должны говорить об этом. Мы не должны, сидя на кухне, жаловаться. Вот какой плохой депутат или еще кто-либо принял такой закон. А почему ты молчал? Собственно, никто же не знает там наверху, что тебя волнует, что для тебя приемлемо, а что нет.
И я считаю, что наше гражданское общество должно расти, наши гражданские инициативы должны расти, и мы должны менять нашу страну не сверху вниз, а снизу вверх. Спасибо большое за вашу позицию. Спасибо. Удачи вам. Спасибо большое.